Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». Да, возможно, вы удивились, почему здесь в кадре нет Сергея Козюры или Руслана Очирова. Все просто, потому что теперь в «Испытано на себе» будет и женский состав. И с вами я, Дарья Анкехова. Испытано на себе. Все мы с нетерпением ждем премьеры киноленты, где играет любимый актер. По первым кадрам мы можем узнать работу любимого режиссера. Ну а по саундтреку мы потом долго вспоминаем работу любимого композитора. Но есть ведь те люди, которые всегда остаются за кадром, но их вклад в развитие кино очень велик. И это художники по гриму. Сегодня я испытаю на себе эту профессию. Испытано на себе. Мы находимся сейчас в съемочном павильоне Саха-фильма, и у нас есть уникальная возможность заглянуть за кулисы. Рядом со мной находится художник по гриму Галина Семенова, которая своими руками творит, созидает, а самое главное, она делает те самые образы, которые мы с вами видим на экране. Галина, здравствуй! Здравствуйте! Ну, мы видим здесь такой творческий беспорядок. И, в принципе, это простительно, потому что ты все время в работе, и, конечно, у тебя всегда должно быть все под рукой. Ты знаешь, я, наверное, с самого детства, вот когда смотришь различные фильмы, возможно, программы, передачи, да, удивляешься. Ну, как можно было человека состарить на 10-15 лет? И для меня всегда это было тайной. Вот сегодня мы решили посетить твое рабочее место, твою рабочую зону и воочию убедиться, что это все реально и это делает один человек. Расскажи, пожалуйста, основные свои элементы, чем ты работаешь, свое оборудование, вот те самые волшебные, так сказать, штучки. Так, для начала, наверное, мы всегда используем это тона, да, когда нам нужно привести в порядок именно рельеф кожи. Помимо этого мы используем очень много кремовых различных текстур. Работаем также с сухими продуктами, которые помогают нам избежать нежелательных элементов или наоборот усугубить хоть какую-то деталь. Да? Мы пользуемся очень много всякими специальными средствами. Это получается протезный желатин, которым мы можем протезировать рану. Покажи, пожалуйста, как это выглядит. Протезный желатин. Есть пластик еще, помимо всего этого, он выглядит вот таким образом, да, гибкий, которым мы можем вылепить что-то объемное. А есть воски различных типов, которыми мы работаем обязательно. Они у нас имеются в работе разных цветов, то есть более телесные, более теплые, холодные оттенки. Так, помимо всего этого у нас есть латекс жидкий. То есть это имитация кожи, имитация старения. Мы можем отработать, если мы заливаем какую-то деталь, то есть привести ее в более такой жизненный вид кожи, да. Средства, которые помогают нам делать краски для волос различные, тоже с имитацией седины, более теплые оттенки, холодные оттенки, чтобы было... Они очень хорошо наносятся на волосы легко и, получается, смываются тоже. Знаешь, достаточно. многим сейчас, наверное, телезрителям очень интересно, а как делается кровь, как она выглядит? Кровь у нас тоже идет, получается, она идет у нас профессиональная, то есть голливудская кинокровь. Есть несколько видов крови, то есть есть более гелевые текстуры, да, которые фиксируются и остаются прям капелька в капельку на том месте, где ты нанес. Это очень, получается, упрощает нашу работу. Есть кровь намного жиже, то есть она у нас тоже разделяется по типам. Она бывает венозная, она бывает артериальная, то есть все как положено. Ну, когда у нас идут такие большие массовые разлития, так скажем, крови, но чаще всего мы еще готовим ее самостоятельно. То есть есть и такая у вас функция, как изготавливаете, то есть не используете готовый продукт, а сами делаете? Да, потому что готовый продукт, во-первых, иногда бывает не достать, иногда бывает жалко разливать ее слишком много, то есть мы на актерах
использую более профессиональную, да, и чтобы с костюма это все дело удалялось хорошо. А то, что можно разлить, мы уже можем себе позволить сварить сами. Еще, помимо всего этого, у нас есть крови для глаз, для покраснения глаз, да, которые вот идут в стерильных каплях, которые мы используем. Бывает для того, чтобы чисто покраснение где-то, а где-то вот реально, чтобы было совсем кровь в кровь. Для того, чтобы сделать всякого рода раны, шрамы, да, которые должны быть максимально такие правдоподобные, да, ожоги и тому подобное, мы используем несколько видов медицинского клея и профессионального гримерного клея, которым мы работаем. Вот это клей. Да, это считается аналогом медицинского клея и обычный клей BF6, который очень нам помогает в работе. Есть еще момент, когда мы можем добавить какую-то реалистичную часть на зубы, да, допустим, прокуренные какие-то камни, кариес и тому подобное. У нас есть тоже специальные спиртовые красители именно для зубов, которые прям имитируют более натурально, так скажем. Галя, подскажи, пожалуйста, ну помимо кожи лица, ты же работаешь еще и с волосами, или все-таки для этого есть отдельный мастер? На самом деле с волосами тоже приходится работать мне, да, так как я уже мастер со стажем, так скажем, с работы с волосами, лучше предпочитаю делать это все сама. Помимо всего этого у нас есть парики, то есть все постижерные изделия, за ними ухаживаю тоже я, да, за своими изделиями. Это усы всякого рода. Вот они. Бороды, то есть мы их берем на заказ, заказываем. Иногда бывает, что прямо приходится делать что-то самой, добавлять. Из своих волос? Да, из своих волос. Парики у нас разделяются уже по типу, то что они у нас есть натуральные, есть более такие похожие на натуральные и уже искусственные волосы используются. То есть самое главное это грим, волосы, и с помощью вот таких основных элементов можно преобразить, допустим, женщину-мужчину, маленького мальчика, я не знаю, старика. Да, вполне возможно, это в наших руках. Вот как раз сейчас мне нужно подготовить 2 актеров на площадку для съемок фильма «Холодного золота». Я предлагаю тебе поучаствовать в этом процессе. Я согласна. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, рядом со мной находится актер театра и кино Евгений Шамаев. Он уже готовится к съемкам. И прямо сейчас, Галь, что мы будем делать? Интересно вообще, просто мы видим, что человек здесь оголил плечо, но не просто так здесь, да? Что, Галя, будем делать? Так, у нас сегодня по плану пулевое ранение. То есть мы должны увидеть, как пуля входит, а как выходит, пока не будем показывать. Хорошо. Так, значит, мы сейчас должны будем изобразить, нанести то самое пулевое ранение, с которым вы встречаетесь, наверное, очень часто, да, на съемках? Да, смотря какой фильм, так как у нас сейчас такой, более такой исторический вестерн, можно так сказать, да, где у нас мужчины стреляют, военное время. Очень интересно, что вообще используешь тут. Вот я-то с точки зрения, как сказать, девочки рассматриваю, смотрю, белое что-то. Это что? Это у нас называется жидкая кожа, то есть латексная такая основа, которой мы будем имитировать сейчас рваную рану. Вот так. Пулевое отверстие. Так, нам нужно время, чтобы оно у нас подсохло. Тем временем будем уже потихоньку готовить рану. Тут очень, конечно, важно еще знать, чем стреляли, чтобы не было такого, чтобы мы ошиблись величиной раны просто. То есть надо еще понимать, разбираться, да, в этом? Да. И, значит, в этот момент ты непосредственно работаешь с режиссером, постановщиком, да, со сценаристом, да, чтобы не ошибиться. А то сделаешь маленькую дырку, а получится... А получится, да, то, что у нас стреляли, допустим, с винтовки, а мы сделаем, допустим, какое-нибудь револьверное ранение. Это у нас уже как бы будет ляп такой. Обратите внимание, вот он как рвется латекс, да? Да, сейчас он подсохнет и станет цвета кожи непосредственно. Галина, а бывает у тебя такое, что иногда ты делаешь не то, что положено по сценарию, то есть ты видишь это так, а режиссер говорит, нет, это должно быть по-другому, и здесь возникает некий такой конфликт?
А у нас бывает на площадке, особенно вот когда мы не видим, вот, допустим, стреляли в человека, он все упал, иногда, да, я возмущаюсь, давайте покажем, что, как произошла рана, что он действительно не выживет у нас, или его там избили. Бывает то, что, да, Галя, тебе лишь бы кровь пролить на площадке побольше, но сходимся, в любом случае, при монтаже это все дело выясняется, и хочется уже добавить кадры, и бывает, да, прям идет мне навстречу. То есть ты такой, знаешь, боец невидимого фронта, да, но в свою лепту внести можешь, да, в сценарий? Обязательно. Так, дальше что Так, делать? сейчас, пока она еще подсыхает, у нас все дело, видишь, оно уже Да, становится цветом кожи. прозрачненьким, да, для того, чтобы была какая-то глубина, мы добавим темного цвета вовнутрь. Я могу это сделать, давай я. Давай попробуем. Так, я добавляю, так Чуть-чуть. сказать, пороха. Буквально, да, и по кругу. По кругу. Чуть-чуть Обязательно можешь. по кругу, да? Да, потому что кожа сгорает, и такого синяка сначала нету. А То есть откуда это- ты берешь вообще эти идеи? Ты смотришь где? Откуда ты знаешь, что так должно быть? Вот я бы никогда даже примерно представить не смогла бы, как выглядит пулевое ранение. Ну, вроде бы видишь, что его всегда в кино, ну а как его изобразить? У меня, например, идей было бы очень мало. Но приходится иногда даже к экспертам-криминалистам обращаться. Вон оно что. Спрашивать, да. Вот, допустим, бывает, вот еду в такси, звоню там эксперту и говорю, если я его застрелю из этого, на какое расстояние у меня мозги разлетятся, Вот. допустим. Даже такое бывает. Да, Так, и ну- чуть-чуть, наверное, красноты добавим все-таки то, что таким образом, и уже будем наносить непосредственный наш цвет. Это кровь. То есть мы И- сейчас переходим к той самой кровавой теме, да? Да, непосредственно к крови. Во внутреннюю часть мы будем использовать такая, вот у меня есть гель-кровь, да, она более такая фиксирующаяся. Для того, Гель-кровь даже есть такая. да, терминология, чтобы она у меня не растекалась, чтобы было, что рана глубокая, она у меня здесь и останется. На самом деле есть очень много видов крови у нас. Кровь венозная для ранений, для ссадин. То есть любая кровь, в которой мы работаем, она предназначена прямо. Имеет свое предназначение, да, значит? Да. Сейчас маленько бортики раны раскроем, чтобы была видимость. А вообще вот эти все такие, знаете, элементы твоего искусства, потом это все легко смывается или есть такие, значит, какие-то определенные вещи, которые смыть очень сложно? В основном профессиональные средства, они очень хорошо, как бы, во-первых, гипоаллергенные идут, а во-вторых, они, получается, то, что очень хорошо отмывается именно от кожи. Но бывают такие моменты, когда мы не можем, допустим, отмыть от костюма. Вот, из-за этого есть тут, получается... Но актеры пострадать не могут от всей этой химии. Нет, она очень безопасная, ее можно прямо и в рот как бы положить, да, вот на когда мы глаза. имитируем. Для глаз мы используем специальные тоже капли, они у нас есть. Для покраснений, точно так же для крови, для В глаз. смысле? Оно окрашивает зрачки? Да, чтобы когда хочу я сделать человека не выспавшимся или в каком-нибудь, допустим, этом, Вот так вот, да? можем использовать, да? Мы, значит, обычно покупаем, наоборот, капли для глаз, которые убирают красноту, а здесь, наоборот, можно ее сделать. Вот я недавно видела в кинофильме, что из глаз может течь кровь. И задумалась я, как это делают. То есть это вот те самые капли? Да, те самые капли. Они у нас разных цветов, то есть тоже по насыщенности отличаются. Хотим сделать какую-то демоническую, допустим, там кровь черную, да, из глаз бывает, то что они тоже в таком цвете у нас все. Но по сценарию у нашего актера Используется. сегодня не должна идти кровь, правильно? Кровь идти не должна, мы должны видеть просто пулевое ранение, то, что оно на самом деле есть, чтобы они могли его перевязать и
непосредственно перед кадром мы будем делать... Вот это вот очень похоже на ту самую кровь. Что это? Так, это тоже такая уже более жидкая кровь, которая у нас используется именно Все секреты показаны вам. для того, чтобы оно оттуда текло. То есть вот. перед кадром мы уже, да, добавим каплю, чтобы оно оттуда стекало прям по-настоящему. Вот. Так, с этим у нас все более-менее. И переходим уже к лицу непосредственно. На лице у нас у героя должна быть царапина, которую мы будем делать тоже непосредственно гель-кровью, чтобы была такая реалистичность. А вообще, допустим, у актеров, да, бывают какие-то проявления своих эмоций, они говорят, я хочу побольше рану, и ты прислушиваешься или все-таки строго по сценарию все? Нет, это решает у нас только режиссер. Бывает то, что, да, советуюсь, давайте, вот как будет лучше вот так, или как будет лучше вот так. На самом деле за режиссером как бы все последнее слово. Так, чуть-чуть мы добавим темных. А сколько максимальное количество человек, допустим, за день, ну, на съемочной площадке ты успевала загримировать? То есть бывает же, наверное, такой нон-стоп, особенно, наверное, в каких-то полевых условиях? Да, обязательно это около 50 человек, не считая массовок. Ну, то есть, если актеры массовых сцен, которые стоят на передних планах, их тоже нужно приводить всех в порядок. Помимо костюма, это тон лица, передать эпоху, в которой они сейчас находятся. И получается... То есть 50 человек могут пройти через твои руки? 50 человек основных актеров, Да. помимо Да, то есть актеров обратите массовых внимание, сцен и как работают статистов. художники по гриму, да, порой. Так. Ну, такая свеженькая ранка у нас здесь. Слегка поцарапался, можно сказать. И уже непосредственно подготавливаем образ сейчас, то есть тон лица и всякое такое. Покажи царапин. Да, очень так реалистично. Подскажи, пожалуйста, а вот полный образ, самый долгий, который ты делала одному человеку, сколько часов занимал? Час с лишним, наверное, даже. Это когда уже полностью меняется человек. Это когда мы, допустим, состариваем, используем постижерные изделия, типа вот приклеить бороду и тому подобное. Уходит, да, там, допустим, совсем полностью поменять лицо максимально. Ну все, готово? Готово. То есть здесь он такой более натуральный, да, человек? Это не какой-нибудь, там, знаешь, экшен, или все-таки он актер такого очень активного действия? Он у нас играет роль художника, свободного, так скажем, да, и как бы и состоит в банде бандитов, и так что он такой более интеллигентный у нас по характеристике, из-за этого мы ему особо таких прям синяков, ничего такого не добавляем. То есть он похож на обыкновенного человека, да? Да. И просто вдруг в него выстрелили. Да. Ну а подробности узнаете уже в самом фильме, да? Итак, еще раз посмотрите. Буквально 10 минут, пулевое ранение готово, кровь у нас течет, все как положено. Следы пороха мы видим. Ну и на лице то самое доказательство того, что было сражение, была битва. Испытано на себе. Рядом со мной находится еще один актер кинофильма «Холодное золото». И сейчас мы его преобразуем. Каким он будет, узнаем совсем скоро. Но главное сейчас понять, каким он был до. Так, этот актер у нас, получается, не очень хороший человек на самом деле. После тоже была такая драка, у него разбита будет губа нижняя, так, будут синяки под глазами, то есть они не доедают, не досыпают и как бы живут в не очень хороших условиях. Создадим те самые не очень хорошие условия на его лице. Поехали. Так, давай, дорогая, я тебе сейчас покажу.
мы должны с тобой обвести очень тонко так вот все складочки, которые ты видишь. На его лице? Да. То есть вот эту вот часть очень-очень тонко. Если Вот надо. этим цветом. Да, слегка вот этим и чуть-чуть отсюда можешь взять. Ну все, поехали. Так, а я пока займусь раной на губе. Складочки. А у него много складочек. Так, я- про губу рассказывай, что там. Так, я здесь использую средство под названием колодий. Он у нас сейчас даст возможность сделать треснувшую губу. Подождите, посмотрите туда поближе. Дорогие друзья, вот так трескаются губы у людей, которые принимают участие в киносъемках. То есть первый слой высох, добавляем второй. То есть это некий такой гель, который потом, если на него надавить, он... Нет, он очень похож на медицинский клей, который используют для бесшовных швов, операций и тому подобное. То есть он склеивает, стягивает кожу, и там, где я надавливаю, получается такая вот интересная ранка. С его же способом мы можем сделать таким же способом всякие шрамы на лице. То есть чем больше слоев я наношу, тем глубже ранка получается. Очень так натурально. Я почему-то ожидала, что сейчас будет здесь что-то такое прям из боевиков практически, а так все аккуратно, слегка, чуть-чуть разбитая губа. Да. Чуть-чуть синяк, и с каждым разом, конечно, мы его будем углублять с процессом того, как он заживает, допустим, ярче, где-то оно будет. Вот действительно, менять когда цвета. бывают же киносъемки, иногда же снимаешь и месяцами, да, то есть и каждый день нужно учитывать, каким был, допустим, тот же самый синяк сегодня, да, затем тон меняется, и каждый день у тебя совершенно новая работа, да? Да. Получается именно так. Бывает то, что мы снимаем, допустим, как говорится, середина, начало, конец. И чтобы не было путаницы, мы фотографируем каждую работу и уже восстанавливаем непосредственно по фотографии. Что было до и что стало после? Да, в какой день, как это все дело выглядело, примерно сколько времени прошло, и как эта рана заживала, допустим, если она заживала. На самом деле это очень интересная работа. А вообще, Галя, как ты нашла эту работу? Она нашла тебя сама или ты все-таки нашла ее? На самом деле в 2013 году, будучи парикмахером-стилистом, да, мне стала очень интересна тема макияжа, визажа, и каким-то образом, случайным образом, я попала на киностудию «Ленфильм», при которой были курсы, занятия именно по телегриму и киногриму. И вот, хотя, получив профессию, я особо ей не пользовалась, да, так скажем, и не думала, что я попаду в сферу кино. На телевидение я попала, поработала там гримером в определенное время. Потом мне стало как-то это скучно, и в один прекрасный день меня просто пригласили в кино. В качестве сначала парикмахера, а потом были приятно удивлены, что у меня имеется образование киногримера. И таким образом я попала в кино. Галина, а бывает ли у художников любимые работы? Вот ты можешь вспомнить такие свои? Прям, ну, мне нравится, когда какие-то есть преображения, то есть когда человек меняется, когда я делаю какие-то вот раны, ссадины, ушибы, вот это мне очень интересно. А бывают проекты там, где просто поддерживать тон более натурально, и бывает, что прям скучно даже без То есть, этого. ты любишь прям, чтобы все было глобально тогда? То есть если синяк, то синяк, да? Да, чтобы было видно, как это все дело меняет человека,
Ну, очень интересно на самом деле делать вот такие вот раны. Был момент, когда я состаривала этого человека, тоже очень интересно, как он меняется. Когда, допустим, еще бывает момент, когда делаешь, ну, человека, наверное, меняешь по виду, и человек сам этого не понимает, как это будет происходить. Ты потом показываешь в зеркало, и он... И да, это очень прямо, да, интересно. Был фильм один, над которым я работала, там у нас актер всю дорогу был прямо такой уже весь разбитый, весь в мозолях, ссадинах. И к концу фильма началось преображение, вот то, что он начал как бы приходить в себя, все залечивать раны, да. И мне стало так скучно, я подошла к режиссеру и говорю, может, мы ему ногу ампутируем просто. То есть и такое бывает, да? И Кстати такое говоря, бывает. вот одно дело грим, который ты делаешь на лице, но также ты же работаешь еще и вот с теми самыми переломами, да, с гипсом, да. Расскажи немножко про эту работу, насколько она интересна. Очень интересная работа, когда мы делаем, ну, гипс, там бывает то, что нужно делать реальные переломы, иногда нам нужно сделать момент, когда у нас там нужно кого-то пырнуть ножом, и чтобы это было в крупном кадре, чтобы это было как бы более реалистично. Приходится тогда вот думать над этим делом, да, очень интересно. Были моменты, когда нам нужно было прижечь рану от пулевого ранения, то есть порохом, как это делалось раньше, да, и чтобы исключить все риски, которые может понести актер, я сначала, конечно, все эти вещи очень хорошо обдумываю и тестирую буквально сразу на себе все. Бывает, что даже мужчины бывают в шоке, как это можно, ты себя сидишь, жгешь порохом. Но самое интересное в этом то, что главное, чтобы никто не пострадал после моих хотелок. А работаешь ли ты с волосами, или вы все используете только вот именно парики? Или бывает, что ты стрижешь актеров? Полностью образ, да, как у художника по гриму, лежит на мне. Получается, если у меня есть возможность использовать волосы, которые именно лично актера, если у меня как бы есть какие-то хотелки, да, у нас мы используем именно свои волосы. Бывает то, что нужно быстро удлинить или как-то придать другую форму, конечно, мы прибегаем иногда и к постижерным изделиям, то есть к парикам, да, или же выходим из положения тем, что имеем. Так, мы сейчас тоже человечку нашему тут прорисуем маленько латексом изменения на коже. Латекс ты наносишь для того, чтобы она была такая бугристая, да, с неровностями? Нет, она идет как новый слой кожи, я как бы наношу, да, ему, и чтобы можно было рвать ее, то есть какие-то формы придавать коже, допустим, следы от обморожения, да, которые когда-то были у человека, тоже очень хорошо передаются латексом, так как это вторая кожа буквально. Ее можно и рвать, и им можно и состарить человека, в принципе, при желании добавить какие-то моменты, которые я хочу, ошметки, те же самые обветренные губы, допустим, наношу латекс, и когда он начинает высыхать, я его просто рву. То есть все как в реальной жизни практически. Да, таким вот образом. Если человек у нас как бы занимается нехорошим делом в нехороших условиях, то есть на улице у нас по фильму. Так, мы, наверное, сейчас оденем уже актера, я думаю, и посмотрим, где, что мы можем еще добавить при полном образе. Мы движемся далее. Испытано на себе. Дорогие друзья, я продолжаю познавать нелегкий труд художника по гриму, и сейчас я узнала, что же такое постижерное изделие. Оно находится у меня в руках. Даю вам несколько секунд, чтобы вы подумали, но не буду вас мучить, все гораздо проще. Это парик. Испытано на себе. Дорогие телезрители, мы продолжаем готовить актера кино «Холодное золото». Грим нанесен, мы его переодели, но и сейчас нужно добавить образ тем самым постижерным изделием, да, как сказала Галина. Итак,
Я попробую, Галина, вы мне помогите. По сценарию, где у него должны быть волосы? На лице поближе, подальше. Ну, у нас еще это все дело Да, у нас прикрывается шапочкой. есть шапочка. Да, и после того, как мы ее оденем, мы, наверное, будем подправлять. Я думаю, у нас получилось отлично. Дорогие друзья, я сегодня имею уникальный шанс немножечко добавить крови. Мне позволили. Это вот та самая гелевая кровь. Простите, пожалуйста, но Галина, руководи процессом. Да, можем чуть-чуть еще ввести, добавить. Наверх. Да. Вот так вот. Да, и вот там, где у нас слишком большие пятна, мы их чуть-чуть убираем. Вот он. Наш актер готов к съемкам. Полностью одет по сценарию. Мы нанесли ему грим. У нас разбита губа. Здесь, значит, у нас такие обморожения некие. Волосы на месте, шапка на месте. Но самое главное по этому сценарию этот герой шестипалый. Почему? Потому что 4 своих пальца он проиграл в карты. Мы сейчас с Галей это все и оформим. Знакомьтесь, актер из кинофильма «Холодное золото» Шестипалый. Испытано на себе. Работу художника-гримера я немножко попробовала на себе, ну а сейчас я хочу стать героиней кинофильма. Для начала нам нужно снять такой красивый макияж и подготовить кожу лица. Галя, я все время мечтала узнать, какой я буду в старости. Еще я хотела увидеть себя в образе мужчины. Еще я мечтала, не знаю, увидеть себя в образе некого чудовища. Вот что ждет меня сейчас? Так, ну, я тебе могу сказать то, что мы для начала сейчас сделаем 2 образа в одном. Это будет интересно, и посмотрим, что тебе больше пойдет. А скажи, все-таки многие путают работу визажиста и гримера. Зачастую думают, что каждый визажист может стать гримером. Вот ты себя все-таки считаешь больше гримером или визажистом? Или ты универсальный человек? Ну, я считаю, в сфере своей профессии я больше универсальный человек, а обычный визажист, ну, с гримом не каждый, наверное, справится, я так думаю, это потому что определенные знания нужны, определенные умения. Испытано на себе. Так, ну все, у нас все готово. Встречайте на всех экранах страны. Премьера этого сезона «Испытано на себе». Испытано на себе.